столице Македонии, Скопье, сотни протестующих призвали правительство уйти в отставку. Активисты разбили палаточный лагерь рядом со зданиями правительственных учреждений. Они заявили, что останутся в палатках, пока премьер Никола Груевский и его министры не уйдут в отставку. Вчера в акциях протеста приняли участие около 40 тысяч человек. Это произошло после утечки записи телефонных разговоров, свидетельствующих о намерении министров фальсифицировать голосование и покрыть убийство. В Ираке беженцы, покинувшие дома ввиду приближения боевиков исламского государства в провинции Анбар, нашли убежище на территории бывшего лагеря отдыха. Лагерь находится возле озера Хабания на юге от города Рамади, захваченного боевиками 17 мая. Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Шиитская милиция прибывает на территорию провинции, населенной главным образом суннитами, чтобы поддержать иракские правительственные войска. На Украине отмечают 71-ю годовщину депортации крымских татар. В Киеве 17 мая граждане зажигают свечи в память о тысячах крымских татар, погибших во время депортации. Души, которых негде почтить. В 1944 году по приказу Сталина из Крыма в Среднюю Азию было депортировано около 180 тысяч крымских татар. В административном центре Крыма, Симферополе, в центральной мечети, прошла служба в память о жертвах депортации. В 80-х годах прошлого века многие крымские татары вернулись домой, однако они начали жаловаться на дискриминацию со стороны властей с тех пор, как Россия незаконно аннексировала полуостров в 2014 году. В Пешаваре, на северо-западе Пакистана, печатные устройства активно выпускают постеры в канун проведения первых за последние более чем 10 лет местных выборов в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прежнее правительство провинции отменяло проведение местных выборов, ссылаясь на соображения безопасности. Хайбер-Пахтунхва – место давнего противостояния правительственных сил и повстанцев-талибов. Предвыборная кампания в местные органы власти набирает силу. В ней участвуют тысячи кандидатов. Мы здесь живем! В Молдавии 150 активистов отметили Международный день борьбы с гомофобией. Они прошли колонной по улицам Кишинева. Демонстрантов приветствовал на молдавском языке посол США Джеймс Петтит. Группа противников провела контрдемонстрацию и забрасывала активистов бутылками с зажигательной смесью и яйцами. В Сараеве около 50 рабочих текстильной фабрики в Центральной Боснии потребовали от правительства помочь им разморозить банковские счета компании. Они требуют выплаты зарплат за прошедшие 2 года и выплаты взносов. По словам протестующих, около 180 рабочих компании «Борац» в городе Травник не могут уйти на пенсию до тех пор, пока им не будет гарантирована выплата медицинской и социальной страховок.